Митингующие дольщики одной из строительной компаний в Бишкеке недовольны ходом строительства своего желаемого дома. Если верить их словам, они остались обманутыми. Среди участников акции Максат Адисов. Он жалуется на то, что его квартиру, купленную 3 года назад, компания перепродала. Хотя все документы и квитанции о полной выплате за квартиру на руках имеются. Дело дошло даже до суда. Но и там закрывают на все глаза, жалуется Максат. Тут про что гражданина за 30 тысяч сомов задерживают, а человек, который обманул на 16 тысяч, у меня на 56 тысяч долларов, вот у того человека на 70 тысяч долларов, еще сколько там людей есть. А она вот на свободе ходит. Дом это незаконно построен, там земля чужая получается. Этот вопрос не решен. Она не имела права продавать квартиры. Тем не менее продает квартиры. Тоже факт мошенничества. На все это закрывает глаза. Как можно об этом думать? Вопрос задается, значит, вот все замешаны, правоохранительные органы, судебные органы, архитектура и все остальные. Раз вот это все позволяет ей это делать. Как вы сами видите, уже как 10 лет не заканчивается строительство от компании Пегас Алато. Они должны были закончить в течение 4-5 лет. Как вы видите, здесь Орхон Акташ и Найзабекова Альбина обманывают людей, делая двойные, тройные продажи. Овладев крупной суммой денег, нет никакой зарплаты, ни квартиры. Двойной, тройной. Но, как утверждает адвокат Альбины Найзабековой, на которую поступает жалоба, Дарина Тезекбаева, митингующие безосновательно обращаются к правительству, генеральному прокурору, и все заявители не являются дольщиками этой компании. Хотя у нас в законодательстве четко прописаны 2 нормы. Это Гражданский кодекс и Уголовный кодекс. Да? Ну и есть и другие нормы, но они могли бы обратиться в суд для того, чтобы, например, тот же самый Адисов о признании права собственности, та же самая, например, Баштавасова о том, что ее права каким-либо образом ущемлены на сегодняшний день строительной компании. Но никто этого не делает. Получается, они просто выходят, да, и вводят в заблуждение населения. А население на сегодняшний день доверяет средствам массовой информации, ввиду чего мы бы просили бы вас отнестись к нам и к данным лицам справедливо. Протестующие требуют следственные органы и суды расследовать дело объективно и вынести справедливое решение. В УВД Первомайского района и в районном суде пока не комментируют дело Альбины Найзабековой. Айджан Аманова, Нурбулсун Тургуналиев, Нью ТВ.